Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Бүгін этномедиация орталығында мен Айбек Ержанұлы Халықұлы және Құдабаев Берік Айтбайұлы бірлік белгісі жобасы аясында подкаст өткізіп жатырмыз. Бұл подкастқа қатысып жатқан этномедиацияның кеңесінің мүшесі Мусина Айман Қайыржанқызы. Добрый день, уважаемая Айман Қайыржанқызы. На сегодняшний день, с учетом переформатирования кабинетов этномедиации в центре этномедиации, с учетом изменения направления, более узкого направления Ассамблеи народов Казахстана в сфере этномедиации и развития института этномедиации, у зрителей возникает такой вопрос: в чем отличие медиации от этномедиации? Да, конечно, спасибо за приглашение. И хотелось бы в действительности объяснить, что в связи с последними событиями, да, в мире, где участились конфликты межэтнического характера, поэтому нашим правительством было принято решение через институты этнополитических исследований провести обучение, да, и подготовить специалистов в направлении этнических конфликтов. И поэтому этномедиация именно в Казахстане началась свое развитие. Вообще этот термин впервые именно в нашей стране, в связи с тем, что у нас много этносов, большое количество этносов различных, и очень долгое время мы живем, да, вместе, и для того, чтобы исключить и провести какую-то профилактическую работу, да, в первую очередь, и поэтому были созданы и открыты центры этномедиации. На сегодняшний день центрами этномедиации являются дома дружбы, то есть это как раз таки там, где находятся у нас все наши этнические этносы, да, зарегистрированные и так далее. Еще такой вопрос. Вот на сегодняшний день, как знаю, да, нету отдельного закона, регулирующего отношения в сфере этномедиации, да, правильно? Но этномедиация ссылается на законодательный акт, то есть о законе о медиации от 2011 года. Да? Как вы считаете, нужен ли отдельный закон, который регулировал бы общественные отношения в сфере этномедиации? Совершенно верно говорите, да, отдельного закона об этномедиации нет, и он, скорее всего, не будет принят. Основа все-таки идет с медиации. Этномедиация – это направление очень такое, так скажем, тонкого характера, да, поэтому, применяя закон, мы как бы сами и признаем такого рода конфликты. Но на самом деле на сегодняшний день у нас такие конфликты отсутствуют, да, и если даже есть какие-то очаги, они всегда находят решение, всегда приходят к компромиссу. И потребности вообще в выделении этномедиации как отдельного закона. Он есть именно в медиации. Следующий вопрос имеется у моего коллеги Берика Айтбаевича, который курирует направление информационно-растительной работы в нашем в отделе анализа и мониторинга и научно-экспертной группы. Да? Это работа тесно взаимосвязана с этномедиацией. Берик Айтбаевич, вам слово. Здравствуйте, зрители нашего подкаста. Здравствуйте, Айман Қайыржанова. У меня такой вопрос. Какие факторы в современном обществе, включая глобализацию, миграцию и развитие информационных технологий, оказывают наибольшее влияние на межэтнические отношения, и как эти факторы могут способствовать как укреплению согласия, так и возникновению напряженности? Такой вот большой и объемный вопрос. Спасибо. В нашем современном обществе и вообще в современном мире на сегодняшний день это интернет-ресурсы. Это самый главный такой ресурс на сегодняшний день, который двигает и экономику, и социальным развитием общества и так далее. Поэтому
здесь хочется, конечно же, зрителя обратить внимание на это, да, и должно быть какое-то критическое восприятие информации. То есть, если мы слышим про какие-то этнические конфликты, которые происходят в мире, да, в других странах, то если человек с критическим восприятием информации, да, не будет это воспринимать на свою личность, да, и не будет притягивать это и натягивать на себя, то, естественно, он понимает, да, что это происходит конфликт в той стране, в другой стране, в другом регионе, да, в другой части планеты, да, и не будет ввязываться мысленно туда, да, как-то выражать там. Естественно, мы должны выражать свое мнение, да, но мы не должны внести это в социум именно в то окружение, в котором мы находимся непосредственно. То есть на сегодняшний день, допустим, если, да, у нас очень замечательные взаимоотношения со всеми этносами, и мы должны всегда об этом помнить. И у нас есть уже своя выработанная культура, то есть это нас и отличает Казахстан от других стран, что у нас очень много этносов, у нас есть своя культура общения. И вот этой культуры общения должны придерживаться. И, к сожалению, интернет-ресурсы, они как нам дают и информацию, да, и развитие, в то же время есть еще минус в том плане, если отсутствует критическое восприятие информации, то тогда этот человек что начинает раскачивать. Да? Любой этнический конфликт нужно именно не давать раскачиваться этому конфликту. И, конечно же, все этнические конфликты, они основываются на социальных конфликтах, то есть бытовых конфликтах. И поэтому здесь хотелось бы мне зрителям об этом объяснить, да, что любой конфликт, который мы хотим оттенок придать этническому, да, чувствуя разницу. Вот. Ведь раньше мы эту разницу не чувствовали, да, там, в детском саду, там, в школах, да, там, мы не знали, к какому этносу относится, да, там, одноклассник и так далее. То сейчас мы это понимаем, осознаем, и самое главное не ставить это как именно сопротивление, да, там, или доказывание важности. Вот. То есть мы здесь должны быть все равны. Есть единый закон. Есть единый закон, которому подчиняются граждане, да, и это должно именно включаться в головах у людей. И всегда любой этнический конфликт он основан, конечно же, на бытовой форме, да, или социальной форме. Спасибо такой за полный ответ предоставленный. Если есть вопросы еще? Если нет вопросов, хотел бы в итоге нашим уважаемым телезрителям сказать, что в уголовном законодательстве Республики Казахстан предусмотрена ответственность за разжигание межрасовой, имеется статья, предусмотрена статья 184 Уголовного кодекса Республики Казахстан, где предусмотрена ответственность за деяние незаконных дел, совершенных в сфере этнических отношений.